На фоне военных мемориалов этот монумент с изображением нефтяной вышки выглядит скромно. В густом тумане его можно было бы и не заметить, если бы жителям Малгобека это место не было хорошо знакомо. 13-я скважина. Именно здесь когда-то получили первую малгобекскую нефть, которой город обязан расцветом. Памятный знак в честь покорителей недр и в то же время памятник войны. Ведь именно кавказская нефть, по замыслам немцев, должна была стать их главным трофеем в битве, начавшейся здесь осенью 42-го. Цель-то их не ясна какая. Стремительным ударом овладеть Малгобеком, захватить нефтяные промыслы, нефтяные скважины и начать добывать нефть. Вот какая цель была. Моторизованным немецким дивизиям нефть была нужна как воздух. Без горючего для танков воевать невозможно. А нефть Малгобека отличалась к тому же превосходным качеством. Рассказывают, что во время сражений наши танкисты могли будто солярку заливать ее прямо в баке и идти в бой. Так что битве за Кавказ немцы поначалу придавали даже большее значение, чем Сталинграду. Их план под кодовым названием «Эдельвейс» предполагал удар в южном направлении от Ростова-на-Дону. Одна группировка должна была обойти Кавказ с запада, другая с востока, чтобы завладеть нефтяными месторождениями. Вражеское наступление было стремительным. За несколько дней захвачены Ставрополь, Армавир, Краснодар. 25 августа пал Моздок. А в начале сентября немцы форсировали Терек и вышли на подступы к Малгобеку. Мобилизовались здесь жители Ачулыки, Малгобека. Очень много собралось здесь добровольцы. Большие, маленькие, юноши помогали чем только можно. Их подвиг вошел в историю обороны Малгобека. Простые жители города и окрестных сел под бомбами и снарядами сутками напролет вручную они строили укрепления, копали траншеи, дети и взрослые, женщины, старики. Сражения за город были яростными. По воспоминаниям выживших, склоны Терского хребта были усеяны телами павших солдат. Но Малгобекский рубеж выстоял. Даже захватив часть здешних месторождений, немцы все равно не смогли получить ни литра малгобекской нефти. Перед началом боев жители вывели из строя, забили камнями все нефтяные скважины. Здесь скважина деревянная была. Нефтяной нефть. И разломали, закрывали это скважины, чтобы они не пользовались это место немцы. За 4 месяца боев немцам так и не удалось захватить город. Они заняли его западную часть, но продвинуться дальше уже не смогли. Именно здесь был положен конец немецкому наступлению на Кавказе. А в начале января 43-го мощным ударом враг был выбит из Малгобека. Перешедшие в наступление советские войска начинали освобождение Кавказа.